Добрый день, уважаемые преподаватели, дорогие студенты, школьники и все присутствующие в зале. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии награждения победителей и призеров четвертьфинала чемпионата мира по спортивному программированию среди студентов Восточной Сибири. И Восточно-Сибирского полуфинала Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Чемпионат мира по спортивному программированию среди студенческих команд является самой престижной олимпиадой по программированию среди вузов мира. Олимпиадные соревнования одновременно прошли с 9 по 12 ноября 2018 года по всему миру. По Восточной Сибири четвертьфинал чемпионата мира одновременно проходил на 3 площадках. Это в городе Красноярск на базе Сибирского федерального университета, в городе Иркутск на базе Иркутского государственного университета и в Улан-Удэ на базе Бурятского государственного университета. Организация площадки на базе Бурятского государственного университета стала возможной благодаря финансовой поддержке ректората Бурятского государственного университета, депутата Народного хурала Республики Бурятия Вячеслава Семеновича Покатского и компании «Снежный парк» во главе с директором Виталием Анатольевичем Роднаевым. Слово для приветствия предоставляется ректору Бурятского государственного университета, доктору технических наук, профессору Николаю Ильичу Мошкину. Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемые наши студенты, уважаемые школьники. Действительно, в субботу-воскресенье прошли два таких крупных, ярких события. Первое событие – это Международная олимпиада по спортивному программированию. Это действительно уникальное событие, в котором мы уже 20 лет принимаем участие. 2 года подряд мы были в топ-листе, мы занимали первые места по Сибирскому федеральному округу, это в позапрошлом году, если вы помните. В этом году пока мы не знаем результат, но я должен сказать, что команды, которые принимали участие в этом турнире, так скажем, они достаточно серьезные, они подтягиваются постоянно. Это команды Красноярского федерального университета, Иркутского госуниверситета, Новосибирского госуниверситета и так далее. То есть конкуренция очень серьезная, очень сильная, но мы надеемся, что наши ребята, как всегда, они были на высоте. Ну и, конечно, заслуживает отдельного внимания олимпиада школьников. Уважаемые ребята, выпускники уже этого года, я так подозреваю, школ города Улан-Удэ, Республики Бурятия. Мы приглашаем вас в Бурятский государственный университет поступать, в Институт математики и информатики, там, где у нас трудится уникальный коллектив, там, где действительно преподаватели заботятся о результативности не только олимпиадного движения, но и знаний, компетенций. Хотелось бы поблагодарить спонсоров еще раз, компанию «Снежный парк», которая всегда участвует в наших мероприятиях, особенно Института математики и информатики. Я понимаю, почему, потому что, в принципе, это очень серьезная кадровая подпитка для таких компаний, которые занимаются в области информационных технологий. Ну и, конечно, ждем сейчас оглашения результатов, но заранее я поздравляю всех с тем, что приняли участие в очень серьезном мероприятии. Для ребят, которые принимали участие в международном турнире по спортивному программированию, вы понимаете, что это для вас врата будущего. Практика предыдущих олимпиад показывает, что ребята, которые отличились и заняли призовые места в таких олимпиадах, всегда находят себе работу по специальности, высокооплачиваемую работу. Поэтому это шанс проявлять себя, показать свои знания, свои навыки. Я вас всех поздравляю с участием и, конечно, хотел бы еще поблагодарить коллектив Института математики и информатики, поблагодарить Даниила Александра Васильевича, директора Центра олимпиады подготовки, и Василия Антонову, людей, которые вкладывают душу и знания в подготовку наших студентов. Я вас всех поздравляю, ждем результатов. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется председателю комитета по социальной политике Народного хурала Республики Бурятия Игорю Васильевичу Марковец. Разрешите поздравить вас с проведением сегодняшних соревнований. Конечно, для нас это огромная гордость. Я сам заканчивал БГУ, сейчас мне очень
приятно слышать, что наши студенты являются лидерами в спортивном программировании. Это очень здорово. Спасибо, Николай Ильич, за такую хорошую, качественную работу. И, конечно, пожелать успехов дальнейших. Тем более мир развивается очень динамично. Вы понимаете, что это, наверное, одно из самых востребованных направлений развития вот сейчас общества. И ваши победы, не только победы, это на самом деле путевка в жизнь. То есть человек, который сейчас разбирается в IT-технологиях, он обязательно будет успешен. Поэтому, ребята, с праздником, с хорошими соревнованиями. Мы очень рады вашим победам, мы гордимся вашими победами. И Народный хурал, и председатель Народного хурала Владимир Анатольевич Павлов поздравляет вас с этим мероприятием. И, конечно, нам доставляет огромную гордость то, что это проходит у нас здесь, в Республике Бурятия. Поэтому огромное спасибо всем организаторам, кто проводил это мероприятие, проводит, потому что это на самом деле вклад в будущее наших ребят. Это всегда почетная, благородная и настоящая искренняя миссия. Спасибо большое. С праздником, всего самого лучшего и дальнейших успехов на мировых этапах, на дальнейших мировых этапах. С праздником! А сейчас вас приветствует студенческий народный ансамбль Бурятского государственного университета «Байкальские волны» с танцем «Пробуждение севера».
что, давайте еще раз поблагодарим прекрасный коллектив за прекрасный номер. Для оглашения итогов четвертьфинала чемпионата мира по спортивному программированию среди студентов Восточной Сибири и Восточно-Сибирского полуфинала Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию приглашается членом комитета, кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры информационных технологий Института математики и информатики БГУ Кандарова Федор Владимирович. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад видеть всех сегодня в этом зале. Пожалуйста, презентации. Включается, да? Так, ну ладно, я пока начну озвучивать. По школам всего в мероприятии одновременно в Улан-Удэ, Красноярске и Иркутске приняло участие 85 команд. 11 команд приняло участие на нашей площадке. От различных школ города было выставлено разное количество команд. Больше всех команд 6 выставил Центр олимпиадной подготовки «Энтер». 2 команды было у школы номер 2 у физмат-классов. И по одной команде выставили гимназия номер 14, лицей-интернат номер 61 для одаренных детей и Гусино-Озерская гимназия. По вузам. Всего команд в нашем подрегионе было 72. На площадке в Улан-Удэ в этом году приняло участие 19 из них. Наибольшее число команд на площадке выставил Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления, 10 команд. 7 команд выставил Бурятский государственный университет. И 2 команды, это были наши гости из Забайкальского государственного университета, город Чита. Традиционно подводятся итоги виртуальных сборных вузов. И в этом году на нашей площадке, если суммировать очки команд вузов, то по сумме всех команд, по сумме всех команд в битве БГУ против СГУТу победил БГУ со счетом 19-13. В битве БГУ против СГУТу по 3 лучшим командам, то есть не по всем 11 и 7, а по 3 лучшим, опять победил БГУ со счетом 12-7. По 5 лучшим командам первое место опять у БГУ со счетом 18-11. Если посмотреть на лучшие команды всех 3 вузов, которые участвовали на нашей площадке, то БГУ за БГУ и в СГУТу счет 9-5-4. Таким образом, лучшим вузом площадки является Бурятский государственный университет. Презентации вообще не будет, да? По школьным командам. Ладно, да, видимо так. По школьным командам. Здесь мы уже можем сравниваться с общим списком. И
Центру олимпиадной подготовки «Энтер» удалось войти в 5 лучших школ под региону вообще. Первое место у школы космонавтики из города Железногорск, все команды которой в сумме набрали 38 очков. Второе место в регионе у Центра профессионального самоопределения из города Красноярска, которые в сумме набрали 31 очко. Лицей номер 174 из Зеленогорска набрал 20 очков. Лицей номер 7 из Красноярска набрал 16 очков. И Центр олимпиадной подготовки «Энтер» набрал 14 очков, замкнув школу Восточной Сибири. Всего было представлено 25 различных школ и сборных. Если смотреть на лучшую команду школьную из той или иной школы, то первое место у Центра профессионального самоопределения Красноярск 9 очков, второе место у лицея 174 Зеленогорск 8 очков, лицей-интернат 1, сборная совместно с лицеем 36 РЖД 8 очков, это город Иркутск. Школы космонавтики, которая победила, мы помним, среди школ по сумме очков, 4 место с 8 очками. И 5 место опять занимает «Энтер» с 6 очками у лучшей команды. Таким образом, лучшей школой площадки стал Центр олимпиадной подготовки «Энтер». Минутку. Выход в полуфинал обеспечили себе следующие команды нашей площадки. Забайкальский государственный университет, 3-я команда с 2 задачами. Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления, команда номер 2 с 2 задачами. Забайкальский государственный университет, команда 4 с 2 задачами. Бурятский государственный университет, команда 2 с 3 задачами. Бурятский государственный университет, команда 6 с 3 задачами. Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления с 3 задачами. И Бурятский государственный университет, команда 1 с 6 задачами. Итого, с нашей площадки на финале могут быть представлены 7 команд. 2 от Забайкальского госуниверситета, 2 от Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления и 3 команды от Бурятского государственного университета. По школьным командам в финал Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию приглашена 1 команда. «Энтер-1» Улан-Удэ с 6 задачами. Ну, надеюсь, было, хоть и без презентации, все равно интересно послушать такую статистику. И я передаю микрофон ведущему. Для награждения победителей и призеров четвертьфинала приглашается ректор Бурятского государственного университета Николай Ильич Мошкин и депутат Народного хурала Республики Бурятия Вячеслав Семенович Покатский в лице директора Института математики и информатики Антоновой Ларисы Васильевны. Приглашается команда, занявшая 4 место на площадке города Улан-Удэ. Это команда СУ-2 в составе Бурхиев Виктор, Митыпов Дугар, Цыдыпов СССР.
вручается сертификат за 4-е место за успешное участие в четвертьфинале соревнований чемпионата мира по спортивному программированию. На сцену приглашается команда, занявшая 3-е место на площадке Улан-Удэ. Это команда ВСУ-6 в составе Панчиков РТ, Атержапов Боец, Чемитов Жанцов. Сертификат за 3-е место. Я прошу подняться на сцену спонсора, это коммерческого директора компании «Снежный Бас» Андрея Васильевича Федурова. За 2-е место на площадке Улан-Удэ награждается команда Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления в составе Пендажиев Даши, Бадаев Михаил, Веселов Андрей. Добрый день, уважаемые участники, организаторы Олимпиады. От лица компании «Снежный Бас» хотелось бы вас всех поприветствовать. Наша компания всегда поддерживала и будет поддерживать такого рода мероприятия, где талантливая и перспективная молодежь может проявить свои самые лучшие качества. Ни для кого не секрет, что наверняка вы и есть, по сути, тот самый кадровый резерв, который будет ковать будущее нашей республики. Поэтому желаю вам продолжать в том же духе, не останавливаться в развитии и достигать каких-то новых и еще более высоких результатов. Поздравляем всех! И, наконец, на сцену приглашаются победители площадки Улан-Удэ. Это занявший 1-е место команды ВСУ-1 в составе Баталов Алексей, Гусляков Иван, Водогаров Дуган. Уважаемые коллеги, сейчас только что информацию мне сообщили о том, что по Восточной Сибири наша команда Бурятского государственного университета заняла 3-е место. Из 72 команд это хороший результат, поверьте. И сертификат за 1-е место. Всего на этапе Восточной Сибири участвовало 75 команд. Это все вузы Восточной Сибири. Команда ВСУ-1 в общем зачете по всей Сибири занимает 3-е место. Это очень хороший результат. Тем более, что теперь это будет финал, то есть еще есть шансы побороться. Но представляете, это тысячи вузов всего мира участвуют в этом мероприятии. Это не просто вот между собойчик внутри региона, это одновременно все вузы мирового сообщества занимаются этим вопросом. И что хорошо, в этом году у нас Санкт-Петербург, да, вышел в лидеры? Лариса Васильевна, Санкт-Петербург вышел в лидеры, да, в этом году? Санкт-Петербург вышел в лидеры. Вот впервые, да, то есть до этого всегда это были университеты США, в Европе и так далее. В этом году, да, в Китае вот были, а в этом году Санкт-Петербургский ИНКО вышел в лидеры, то есть они заняли 1-е место. Это очень хороший результат. Мы показываем, демонстрируем всему миру, что у нас очень высокий уровень программирования и программистов. Чем спортивное программирование отличается от обычного программирования? Ну, те, кто участвует, прекрасно знают, да? Это тем, что надо решать задачи еще и по времени. То есть решение должно приниматься очень быстро, эффективно и очень точно. Это очень сложная задача, то есть человек должен обладать очень широким кругозором и быстро ориентироваться не только в языке программирования,
программирования и решения математических задач, но очень быстро стыковать одно с другим. Спасибо, ребята, за то, что вы сегодня такие молодцы. Спасибо. Ну и, конечно, какой ученик без тренера? На сцену приглашается бессменный тренер команд Бурятского государственного университета, директор Центра олимпиадной подготовки Даниев Александр Васильевич. Александр Васильевич заболел, приглашается заведующий кафедрой Цыбиков Анатолий Александрович. Дирекция ИМИ и депутат Народного Хурала Покатский Вячеслав Семенович благодарит за большой вклад именно в спортивное программирование, потому что их организации работает очень много выпускников Института математики и информатики. Они выдерживают большой конкурс, где всех выпускников приезжают к нам также выпускники Новосибирского университета, Томского университета, Иркутского университета. И наши выпускники, они, он как сказал, самые лучшие, как специалисты в области программирования и работы в команде. Поэтому мы выражаем, передайте это вот грамоту и спонсорскую помощь от народных депутатов. Спасибо. И снова перед вами ансамбль «Байкальские волны». Выступит с номером солист ансамбля Михаил Богатых. Она была актрисою и даже за кулисами играла роль зрителя, но я в душе ее таинственной мирились ложь и истина, актрисой непростого ремесла. Шел за ней под зов обманчивых огней, и с нею жизнь чужую
Спасибо. Для подведения итогов Восточно-Сибирского полуфинала Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию приглашается член оргкомитета Федор Владимирович Хандаров. Так, дорогие друзья, для награждения за 3-е место по площадке вызывается команда «Энтер» номер 3. Тумен Базаров, Данил Корниенко, Снежана Мангутова. Приз вручает заведующий кафедрой информационных технологий Института математики и информатики Анатолий Сергеевич Циликов. Второе место по площадке заняла команда «Энтер» номер 2 в составе Чингиз Баданов, Эргани Хатунов и Намжул Чемидаржиев. Первое место по площадке и 10-е место во всем полуфинале заняла команда «Энтер» номер 1 в составе Дмитрий Минеев, Кирилл Туголуков, Маргарита Петрова. Это еще не все. Среди 85 команд, участвовавших в нашем полуфинале Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, были отмечены 2 самых юных команды всего мероприятия. Это команда «Энтер-4» в составе Даша Жилина, Диана Гадеева и Миша Бадмаев и команда «Энтер» номер 5 Динара Гадеева, Паша Тураев и Чингис Ширапов. На сцену, пожалуйста, представились. Обе команды на сцену. Поприветствуем самых юных программистов Восточной Сибири, громкий центр. Кто-то из вас одна команда, а кто-то другая, да? Из обеих команд, да, представительно. И при этом у нас еще... Стойте, девочки. Девочки. И у нас зафиксирован своеобразный рекорд. 2-й год подряд самая юная участница всех мероприятий из Улан-Удэ. Но в прошлом году, если это была Даша Жилина, то в этом году это Диана Гадеева. Ей 9 лет и отдельный приз от центрального жюри в Кошке. Да. Поаплодируем. Все, спасибо. Так, ну на этом с награждательной части все. Слово предоставляется Антоновой Ларисе Васильевне. Так, Лариса Васильевна что-то должна говорить? Так, сейчас слово представляется Ларисе Васильевне.
вас. Так, дорогие друзья, дирекция ИМИ выражает благодарность студенческому ансамблю Байкальской волны за поддержку, что они предоставили нам 2 номера. И вас награждаем. И вам очень такой тортик, зарадовали нас всегда своими прекрасными номерами. Спасибо вам большое. Так, уважаемые наши студенты, дорогие студенты, наши спонсоры, я очень рада, что у нас на нашей площадке было представлено достаточно много команд студенческих, как СГУТ, СБГУ из Забайкальского университета, так и команды наши школьники, которые участвовали в воскресенье, показали тоже достаточно хорошие результаты. Прежде всего, конечно, я хочу поздравить нашу первую команду ВСУ номер 1, которая, я надеюсь, что они достаточно представить хорошо нас на полуфинале. На те года в полуфинале все-таки мы занимали достаточно высокие места. Я желаю вам успехов, удачи. И самое главное, то, что при спортивном программировании, как говорит наш тренер бессменный, который более 20 лет руководит нашими командами, команды каждый раз меняются, новый состав, и мы постоянно занимаем призовые места. Это, конечно, заслуга тренера этих команд. Вот недавно был снят фильм, когда наш Санкт-Петербургский национальный университет занял первое место впервые на чемпионате мира по спортивному программированию. И там присутствовал Медведев, наш премьер-министр, и министр образования Васильева. И там, когда спросили у студентов, этих 3 студентов замечательных, сразу видно, что они программисты, что самое трудное, вот что вы так заняли, опередив вузы, так высокорейтинговые, топовые вузы, опередив вузы Китая, прежде всего, потому что в последнее время Китай вырвался, Америки и Европы, в чем трудность и в чем что-то нужно? Это прежде всего нужна математическая хорошая подготовка. И второе, это работа в команде. Вот мы как раз в Институте математики и информатики пытаемся вот эти 2 компетенции, это вырастить поштучно наших выпускников, чтобы они были востребованы, чтобы они были высокого уровня программисты. И во-вторых, это работать в команде. Потому что вот это умение работать в команде, эта компетенция пригодится вам всем в дальнейшей вашей профессиональной деятельности. И если вы, и желаю вам успехов, удачи, и постоянно совершенствоваться, двигаться, подниматься ступенька за ступенькой к своей вершине, никогда не останавливайтесь. Ни в одной, достигли какую-то ступеньку, следующая ступенька, вот тогда вы будете очень востребованы на рынке труда. Удачи, успехов. Особенно хочу поблагодарить своих студентов Института математики и информатики, которые сегодня присутствуют, поддерживают своих коллег. И, конечно, вот тут у нас есть выпускники, студенты Забайкальского университета, они присутствуют здесь, нет? Здесь, пожалуйста, выйдите, это наши гости, я бы хотела их благодарить, что вы приехали, что вы постоянно к нам приезжали, мы вам будем оказывать, надеюсь, что вы будете очень достойны быть нашими, тоже участвовать наравне с нашей командой, пожалуйста, выйдите сюда, наши гости. Вот. Вот вы вышли в полуфинал тоже, да? Согласно нашей площадке. Если это не было в нашей площадке, то с каждой площадки, то, что вы вышли именно с нашей площадки, это как раз поднимает еще наш уровень вот именно проведения вот нашей олимпиады среди студентов. Да? Спасибо большое. Вот что-нибудь скажете? Нет? Не хотите, да? Да. Приезжайте. Пропагандируйте в Забайкальском университете именно этот дух спортивный, да, который командный дух. Я надеюсь, что в следующем году, когда будет у нас проводиться снова на нашей площадке чемпионат мира по спортивному программированию, что у вас будет около 10 команд. Вас ждем. И большой, вот у вас тренер Роман. Можно его, да, тоже сюда? Роман Сергеевич, потому что как раз много говорил о нем Даниил Александр Васильевич, он знает. Вот мы как раз предоставим ему слово нашим гостям. Добрый день, уважаемые
коллеги, уважаемые участники Олимпиады. Ну, мы рады приветствовать вас. Мы с радостью приехали, поучаствовали на этой площадке. Нам понравилось, что площадка находится не так далеко от нашего Забайкальского края, удобно было добираться. Собственно говоря, организация, должен отметить, тоже на высоком уровне. Мы были до этого и на Красноярской площадке, и на Иркутской, и здесь. Везде все организовано одинаково, никаких, значит, послаблений в правилах нет. Должен отметить высокий уровень организации, поблагодарить организатора. Ну, мы со своей стороны будем готовить команды, и в следующем году, надеюсь, тоже еще приедем и тоже надеемся еще раз выйти, да, с большим количеством команд. Ну, школьников, не знаю, посмотрим. Школьников сложнее, да. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо. Приглашаются студенты СГУТу, которые наши тоже гости. И тренер здесь тоже есть? СГУТа, где команда? СГУТа, пожалуйста, на сцену. Алло, алло, где студенты СГУТа? Их нету, да? Они уже ушли? Идут сюда к нам. Вот студенты СГУТа всегда наши такие самые ближайшие соперники, которые тоже гордо несут это знамя спортивного программирования в нашем регионе. И то, что вот я бы хотела узнать, какие направления вы представляете. Математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Также Татьяна особенно специальность. Четвертый. А где она? Она не поняла. А? Не смогла прийти? Ну, я думаю, что в этом году, конечно, было представлено самое большое количество как раз из СГУТу. Это было очень замечательно, то, что у вас там вот так все развивается. Да? Я желаю вам успехов, чтобы вы были достойными соперниками уже в финале, тоже полуфинал вышли, да и финал вышли, надеюсь, потому что много зависит именно труд и прежде труд. Это как раз говорю, когда спросили у выпускников, это победители Санкт-Петербургского университета, что самое главное? Это математическая подготовка, труд и прежде всего труд. Да? Вот я желаю вам то же самое, две такие составляющие иметь у себя в арсенале. Самое главное это, конечно, трудиться и никогда не останавливаться на достигнутом. Успехов вам! А сейчас еще хочу пригласить команду, первую команду БСУ, Баталова Алеша, Бадагарова, Дугара, Густякова Ивана. Что вы сказали? Успех! Я начал заниматься спортивным программированием со второго курса. Тогда я был в третьей команде. Через год я уже был во второй команде, ну и сейчас я в первой. Самое главное в спортивном программировании – это опыт. Ну, чем больше вы решаете задач, тем лучше вы их решаете, и тем быстрее вы пишете код. Спасибо. Молодцы, давайте еще раз им похлопаем, удачи пожелаем. Техническое объявление. Команды школьные и студенческие могут получить сертификаты об участии в фойе на выходе. Подходите, ищите свои и забирайте. Все, на этом спасибо. До встречи в следующем году. Удачи финалистам и полуфиналистам.